Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Наша с вами Якутия по праву считается IT-столицей Дальнего Востока. Достаточно большое количество специалистов в этой области изо дня в день доказывают всем, и якутянам, дальневосточникам, россиянам и даже мировой общественности этот факт. Якутск находится на втором месте после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству снятых фильмов в России. И все мы прекрасно знаем с вами об успехах представителей Якутии в мировой киноиндустрии. Ну и в целом наша республика – регион прекрасно подходящий для того, чтобы развиваться творчески. Долгая зима, которая располагает к тому, чтобы больше времени проводить в помещении, искать занятия именно в тепле, генетическая предрасположенность народа Саха к точным наукам, математический склад ума, творческая жилка, которая всегда находит выход – все это вкупе дает настоящий успех в сфере информационных технологий и творчества. И сегодня мы поговорим о развитии креативной индустрии в нашем регионе и о том, куда ведут успехи в области творческих свершений с ментором стартап-проектов в сфере инноваций, продюсером проектов в сфере креативных индустрий, советником генерального директора по стратегическому развитию компании «Адитим» Виталием Виноградовым. Добрый вечер, Виталий. Все ли я ваши регалии назвала? Здравствуйте. Ну, можно добавить, что я еще преподаватель бизнес-школы РГГУ. Да, это важно. У нас об этом будет еще вопрос, но вот я знаю, что это ваш далеко не первый визит в Якутию. В первый раз вы здесь побывали в 16-м, в 15-м году? Да, уже 7 лет назад, получается. 6,5. И приезжаете практически каждый год? Стараюсь, да. Вот пандемия немножечко внесла изменения в планы, но вот сейчас я здесь. А чем же вас так вот Якутия привлекла? Это комплексный будет ответ на этот вопрос. Да, пускай с одной стороны, это очень интересные люди. Это не комплимент, это констатация факта. Да, действительно, это так. Здесь люди отличаются от, скажем так, от средней полосы России. Да? Я сам родился в Подмосковье, живу в Москве. Вот, много путешествую, в том числе и за рубежом. Но вот здесь люди, они особенные. Вот с точки зрения творчества, я давно пытаюсь ответить на этот вопрос, почему. Да? Вот, это, возможно, один из потенциальных вариантов. Это зима, да, вот эта вот зима, действительно, которая заставляет сидеть, которая заставляет думать, искать, творить, вместо того, чтобы там можно было пойти куда-то и заняться каким-то классическим видом деятельности. Наверное, это один из вариантов. Другой вариант – это то, что жесткие условия. Это же факт. Да, действительно, если не позаботиться заранее о том всем, да, то можно замерзнуть, и, в общем-то, это будет очень печально. Вот поэтому я думаю, что вот эта совокупность этих факторов, она привела к тому, что, и, возможно, еще свою роль сыграла как бы такая эндемичность, что ли, да, вот как бы то, что Якутия далеко находится, да, то, что в силу относительной неразвитости путей сообщения, то, что, возможно, какое-то время здесь шло такое вот внутреннее опыление. Вот, я думаю, что это тоже сыграло на самом деле достаточно позитивно. И благодаря этому мы видим вот эти вот текущие успехи. То есть то, что мы называем транспортным проклятием, вы считаете, что это наоборот сыграло какую-то положительную роль? Я думаю, что это да? могло сыграть положительную роль, да, я считаю так, да. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и задать свой вопрос можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение на номер горячей линии в мессенджере WhatsApp +7 914 235 0502. Да, но я еще не упомянул, что, извините, что перебиваю, да, то, что помимо людей, это, конечно, еще и природа, и условия вот эти вот дикие, экстремальные. То есть я, в принципе, получается, экстремал. Мне это нравится, мне это интересно. Вы в прорубь ведь нырнули, да? Да, я нырнул на крещение в Лену. Впечатлений масса просто. Я очень доволен. Я зарядился энергией, ну, не знаю, если не на год, то на полгода наверняка вперед. Очень много впечатлений. Очень много людей, моих друзей мне завидуют. Я разместил это в Фейсбуке, написал то, что вот наконец-то я это сделал, то, что собирался сделать. Вот. И есть уже приглашение. Ну, меня побуждают уже в следующем году опять приехать, и уже чтобы я приехал с друзьями. Вот. То есть есть уже желающие повторить мой вот этот небольшой подвиг. Ну, для нас это подвиг, потому что обычно я окунался в Подмосковье, в Москве, да, там как бы, ну, классическая температура, там -6, там, ну, -10, ну, вот, это по-детски, можно сказать, со стороны местных морозов. Я очень доволен, да, вот этот экстрим мне очень нравится. И природа, я был на Ленских столбах, ну, конечно,
надо быть, наверное, великим поэтом, чтобы должным образом про эту красоту написать. Все остальное будет недостаточно красиво. Вот. И мы поблизости там походили, поездили с друзьями, поплавали на лодке. И вот это ощущение того и понимание того, что вокруг тебя в радиусе десятков километров нет никого, кроме зверей, это само по себе ощущение, вводящее в какой-то, наверное, такой философский отдельный режим, в который войти иначе по-другому не получится. Потому что когда живешь в крупном мегаполисе, и ты понимаешь, что ты в муравейнике, в человейнике, а здесь совсем по-другому. Это вот действительно определенный философский режим. Но вот у якутян еще, знаете, особое отношение к природе. То есть если в западной цивилизации принято считать, что человек — это царь природы, да, вот, то мы считаем, что мы дети природы. Вот, и... Это интересно, да, и я начал даже читать, мне подарили несколько книжек с Ланхо, вот, правда, есть парочка на якутском, пока еще, к сожалению, не дошел до такой стадии владения языком, я знаю несколько слов и могу порадовать кого-то там Махталом или Дороба, но читать еще, конечно, пока не могу, но кто его знает, может быть и до этого дойду, тем более, что с учетом того, что я окончил лингвистический университет, может быть, действительно владею еще и якутским языком. Да. Давайте ближе к цели вашего визит. Все-таки это основная цель была не ныряние в прорубь, а да, участие... это приятное побочное явление. Вот, вы буквально вот сейчас на нашу встречу пришли с разбора стартап-проектов. Вот расскажите подробнее об этом. Это сельские проекты? Да, это развитие сельских проектов, развитие сельских территорий. Это проект грантовый, который реализует ОНО «Индустрия будущего» на базе точки кипения. Проводит, значит, прокачку проектов, поиск людей, которые могут генерить проекты и реализовывать проекты, прокачку их с точки зрения создания хорошей презентации или упаковка. Да, вот есть такое слово, упаковка проектов. Иногда это слово в негативном формате используют, но в данном случае это позитивная коннотация, это попытка сформировать проект по всем правилам с тем, чтобы при необходимости можно было получить средства грантовой поддержки. Так как все эти проекты так или иначе связаны с социальным элементом, да, имеют все социальные элементы, или спортивный, или патриотический, или туристический. Поэтому можно говорить о том, что они потенциально могут быть поддержаны по разным каналам со стороны разных фондов, например, фонда президентских инициатив или президентского фонда культурных инициатив нового, который создан. И вот те проекты, которые я видел сегодня. Давайте о них поподробнее. Из каких районов, что за проекты? Они родились после моей небольшой вступительной лекции и после мозгового штурма, который провели по особой методике, который организовывал Иван Степанов, программный директор «Точки кипения». Было представлено несколько проектов. Я, правда, не все дослушал, пришлось убежать вот на запись, но было несколько достаточно интересных, с моей точки зрения, проектов. Например, туристические. Я не назову точно все эти названия географические, да, потому что, ну, вот Тит-Эбе точно было, был Магарас, был Бергидистях. Да, вот я, к сожалению, простите, да, еще не все географические названия выучил. Значит, презентовали проекты туристические, попытки сделать комплексные туры по интересным местам. С презентацией материала потенциальным будущим туристам, да, и как тем, которые уже находятся в Якутии, так и те, которые еще либо только, может быть, планируют визит, да, и те, которые, может быть, даже еще не планируют. Это сложный достаточно, конечно, проект, комплексный проект для тех, кто его делает, но первый шаг сегодня был уже сделан. Были проекты создания досуговых клубов, такого полного цикла от и до, где можно и послушать фильм, и обсудить фильм, да, и обсудить книгу, встретиться с каким-то лектором, послушать его, даже если это удаленно. Это же сельские клубы, которые у нас всегда были, нет? Да. Но штука в том, что, значит, почему вообще этот проект развивается? Проект называется «Развитие сельских территорий через пространство коллективной работы сайды». Вот еще одно слово, которое я якутское знаю, развитие сайды. Значит, эти клубы переформатируются в несколько ином формате. Почему? Потому что в основном там обретаются молодые люди. Ну вот, и то, что было до этого, во-первых, инфраструктура ветшает. И, естественно, всем хочется быть в современном здании с современными... С бесплатным Wi-Fi хорошим. С бесплатным Wi-Fi, быстрым, да, очень желательно. Вот. С грамотным специалистом, который организует эту работу, который приглашает лекторов, пусть даже это будет дистанционно, по Zoom, например, да,
да, но тем не менее, чтобы приглашали интересных лекторов каких-то, да, с тем, чтобы организовывать какую-то на постоянной, именно на системной основе, да, чтобы это было не спорадически, там собрались, там, а потом на год забыли, как бы и не собираются. Вот. Соответственно, это попытка работать с молодым поколением, которое является немного, возможно, в каких-то планах немного другим. С точки зрения мотивации, с точки зрения масштабов мышления и масштабов проектов, с точки зрения, ну, прежде всего, мотивации, конечно, это самое главное, да. Вот, поэтому надо понимать, каким образом с ними работать, с тем, чтобы они заинтересовались. Одна из целей с тем, чтобы молодежь не покидала по возможности сельские территории, да, мы знаем, что это одна из ключевых проблем, что села многие, это по России. Это по России, везде. да, это не уникальная проблема, безусловно. Да и по миру. И по миру тоже, да. Вот, так что это попытка создать дополнительный плюсик для молодежи, найти что-то интересное для себя. То есть перезагрузить сельские клубы с расчетом на молодежь. Да, для того, чтобы она могла самореализовываться тут непосредственно, а не в больших городах, и для того, чтобы она могла творить и создавать креативные проекты, которые сейчас делать можно в любом месте, с учетом того, что интернет у нас все-таки, слава богу, более-менее работает, да, и вся информация в интернете доступна. Вот мы пытались сегодня в рамках нашей вот этого мозгового штурма дать какие-то конкретные, сейчас есть такое модное слово лайфхаки, да, на что обратить внимание при упаковке проекта, на что обратить внимание с тем, чтобы те, кто будут принимать решения о выделении грантов, с тем, чтобы они обратили внимание, первоочередное внимание на эти проекты, и чтобы действительно эти проекты получили должное внимание. Вот. Был интересный проект, мне очень понравился, создание реалити-шоу «Говорит и показывает деревня». Это попытка завести городских ребят в деревню и, значит, в течение определенного количества времени, чтобы они выполняли какие-то классические, значит, жили бы там, да, как деревенские ребята, и выполняли бы какие-то классические функции деревенские, там, доение коровы, уход за скотом, покос, вот, ну, там, рубка деревьев, вот такие классические вещи. Это должно быть упаковано, по крайней мере, вот то, как они сегодня презентовали, это должно быть упаковано в красивый вид, с шутками, с прибаутками. Это должно быть потенциально интересно для тех, кто будет смотреть. Конечно, там с каким-никаким сценарием, да, потому что, ну, как бы совсем реалити-шоу делать без сценария мы можем рисковать столкнуться с тем, что не совсем это будет интересно, да, поэтому, конечно, надо будет встраивать заранее продуманные элементы. Мне кажется, это могло быть интересно. Посмотрим, что у них получится. Я, в общем, в любом случае, вот этот проект я типа буду... городские пижоны в деревне, да? В каком-то смысле, да. Мне кажется, это должно быть интересно. Многое будет зависеть от того, как это будет реализовано, безусловно. Вот. Но будем смотреть, посмотрим. Кто-то планирует создать кинотеатр, кто-то планирует создать музей, в том числе виртуальный музей, да, то есть оцифровывать те экспонаты, которые есть, тем, чтобы выкладывать их и в глобальную сеть. Вот. Вот такого рода проект. Кто-то пытается продумать, что можно сделать с библиотекой, с тем, чтобы она стала... ну вот сейчас как бы это тоже общий тренд, да, в Москве библиотеки великолепные просто, это, ну, шикарно, да, там приходишь, там и кофе вкусный, и книги современные, и на иностранных языках, и мероприятия проводятся, и можно поваляться на подушках, а не просто сидеть на классических стульях. Это точка притяжения для молодежи. И понятно, что ресурсов, ну, как бы такого масштаба, да, о них можно только мечтать, да, но, по крайней мере, вот если сейчас ребята начали планировать это делать, начали мечтать в эту сторону, да, и есть грантовые возможности привлечения ресурсов на это, то будем надеяться, что они каким-то образом смогут это реализовывать. То есть я так понимаю, что вы им помогли немножко прокачать, прокрутить их идеи, да, и с тем, чтобы потом они могли претендовать там на гранты, да, ну, президента России или главы Якутии. Или... Вы знаете, у меня есть на самом деле еще личная история. Я вот два слова скажу. Я сам родился в Подмосковье, в маленьком городке, который называется Зарайск. Это старинный город, он старше Москвы. Я даже не знаю, что тут. Вот. Посмотрите, потом в интернет залезьте. У нас есть Кремль свой. Это единственный в Подмосковье сохранившийся Кремль, каменный, боевой Кремль, который выдерживал много нападений, ни разу не был взят. Вот. В последние годы смутного времени воеводой Зарайска был князь Пожарский, тоже исторический факт. То есть, ну, я сейчас не совсем про то, да, то есть у меня дедушка, он жил в так называемом старом городе, как раз вот такие старые дома вокруг Кремля, около реки, и он делал валенки.
Он валял валенки. Для него это был, то есть, говоря современным языком, его можно было назвать индивидуальным предпринимателем. Он зарабатывал на этом деньги, причем достаточно неплохие. Семья очень хорошо жила за счет этого его занятия. Он был уважаемым человеком. К нему из деревень, Зарайск — это районный центр, и из деревень к нему приезжали летом. Я вот еще маленький был, я запомнил это прекрасно. К нему приезжали на лошадях. Ну, сейчас лошадей уже не увидишь в Подмосковье, а тогда на лошадях реально привозили тюки с шерстью. Он это обрабатывал, ну, оставляли заказы, да, какие размеры, женские, мужские, с орнаментом или без. И он, значит, делал валенки, и осенью к нему приезжали забирать этот необходимый в сельском быте предмет обихода. Он был очень уважаемым человеком, и это тоже можно назвать, вот говоря текущим языком, проект в сфере креативной экономики. Потому что, во-первых, это бизнес-проект, он, повторюсь, на этом зарабатывал. Во-вторых, это не потоковое производство, это не конвейерное производство. Каждый валенок — это элемент работы его творчества, его рук, да, его души. Но дедушки не стало в начале 2000-х, и, собственно говоря, я вот наблюдал, как, получается, пропало это искусство. А это очень сложно, то есть валенки делаются там в течение нескольких месяцев, хорошие, да, чтобы они были ноские, чтобы они были удобные, чтобы они были красивые. Вот. Но это его умение пропало. Так вот, еще одним из направлений проектов, которые тоже приходили в рамках, значит, вот этой текущей сессии сегодняшней, это были ребята, которые так или иначе умеют что-то делать руками, какие-то народные промыслы. Это резьба по дереву, это резьба по кости, это украшения, вот, безусловно, прежде всего с этническими мотивами. Вот, это тоже интересно. И как раз-таки, когда вот я сегодня с ними разговаривал, да, и давал им свои советы, я вспоминал дедушку и думал, что вот, может быть, если я в свое время предпринял бы тогда еще какие-то действия, может быть, сейчас и возможно было сохранить этот секрет и производство, не то чтобы секрет, да, но технологию, да, и процесс производства валенок, потому что по-прежнему... То есть это ремесло, именно ремесло, которое вот в руках человека, да, и люди покупали у мастера, хотя была возможность там купить завода. А вы знаете, сейчас же есть на самом деле одна из таких у модной молодежи, не только молодежи, а в принципе как бы есть направление, вот это не направление, а любят ходить в валенках. Посмотрите в интернете, это действительно факт, это я сейчас не шучу, не преувеличиваю, валенки сейчас становятся таким модным атрибутом одежды. Ну, мы-то в унтах ходим. Ну, да, слушайте, я очень хочу купить унты, я вот себе точно присмотрю как-нибудь унты, мне очень нравится этот элемент одежды. Вот, и какой, получается, можете сформулировать какой-то вот главный совет, который вы вот давали этим ребятам, которые хотят что-то новое придумать? Несколько советов, и все, наверное, так или иначе главные. Первое — это командная работа. В одиночку вряд ли что-то возможно сделать, тем более на селе, когда... то есть всегда правда где-то посередине. Да? И экстремумы, и один и другой, как бы, они редко бывают правильными. Всегда правда где-то вот золотая середина, как правило, бывает верной. Да? И вот то, что, с одной стороны, вот эти сложные температурные, экстремальные погодные условия, они, с одной стороны, как-то способствуют, а с другой стороны, я допускаю, что они могут в то же время и навевать некую там фрустрацию или депрессию, да, которая как бы несколько отбивает, может быть, желание там что-то сделать, да, и побудительных мотивов, может быть, становится меньше. Я предполагаю. Вот. Поэтому одной из... вот команда, она может друг друга побуждать, да, может дергать, подстегивать, предлагать новые варианты. Все люди разные, и наложение одного человека на другого, да, мозгов одного человека на другого, оно рождает, оно рождает еще большее количество вариантов, что в сфере креативных проектов очень важно. Очень важно. Так что значит, это командная работа. Есть еще такая штуковина, как вот местечковость, что ли, я бы сказал, так выразил бы так. Есть, говоришь о каких-то кейсах очень успешных, которые вышли на, может быть, российский уровень, да, федеральный или на международный даже. Ребята сидят, слушают и думают, что ну, у нас, наверное, не получится. Но это слишком круто. Ну, у нас нет ресурсов и не будет для этого. Ну, как бы это... Мы, конечно, за них рады, как бы, да, они большие молодцы, но тем не менее, как бы вот... Это не про нас. Это не про нас, да. Есть вот эта вот местечковость, которую я всегда пытаюсь по возможности разбить, разрушить. И пытаюсь объяснить, что есть конкретные инструменты. Прежде всего, это, конечно, телекоммуникации, это интернет, это задор и, в хорошем смысле, наглость.
Можно достучаться через интернет до любого человека. Да? Важно побольше времени этому уделять, продумывать. Вот опять же командная работа, помочь организовать мозговые штурмы должным образом, чтобы мозговые штурмы превращались не в колхоз, как бы, да, там, в который заключается выкрикивание идей, да, а с тем, чтобы мозговой штурм заканчивался именно формулированием направлений деятельности потенциальных, да, и того, как их надо реализовывать. Вот, так что... Значит, не бояться. Не бояться, да. Командная работа, то, как упаковать, то есть как бы это уже сборник лайфхаков, как упаковать, как сделать хорошую, красивую презентацию проекта, на что обратить внимание, как расставить акценты, очень важно. Вот сталкиваюсь с тем, что, ну, естественно, как бы я понимаю прекрасно, что они неопытные, то, что они молодые, то, что это для кого-то это вообще первый проект в жизни, который реализуется, да. Поэтому с точки зрения расстановки акцентов это очень важно. Где, какую цель выделить, как приоритизировать цели проекта, да, как приоритизировать вообще смысл работы, как обозначить мотивацию этих людей, этой команды людей, которые двигают проект, потому что это тоже одна из главных вещей, на которые смотрят те, кто распоряжаются бюджетами. Да. Если мотивации не видно, то потенциально тогда это грантоежка так называемая, да, то есть как бы те там, профессиональные грантополучатели, которые презентацию за презентацией составляют, да, не для целей реализации проекта, а для целей просто получения грантов. Это как бы такая проблема, которая давно уже обсуждается. Вот, поэтому очень важно описание мотивации команды. Вот с этим у них большая беда. Как бы они не могут, редко, когда они должным образом правильно могут это сформулировать, получается какая-то либо каша, либо какая-то белиберда. Ну, извините, я грубо скажу, белиберда, да, ну правда. Вот, поэтому вот эта вот расстановка акцентов, да, это зачастую бывает важно. И при этом поймите, что мы как бы не то, чтобы мы учим, да, со стороны как бы таких высоколобых каких-то там очень крутых экспертов. Это как минимум взгляд со стороны, критический взгляд со стороны, потому что когда ты планируешь свой проект, каким бы ты крутым ни был, и как бы ты его круто не прокачал в своей голове, у тебя замыливается глаз. Ну, а ты изнутри... Он может замылиться, да, глаз, и ты не видишь каких-то потенциальных проблем, или ты их недооцениваешь, или ты, наоборот, слишком чересчур оптимистично на какие-то вещи внутри проекта смотришь. Поэтому в каком-то смысле... Или возможности не видишь где-то, Или да? не видишь возможности, да. Поэтому в каком-то смысле моя роль заключалась сегодня, знаете, вот как адвокат дьявола. Я даже если я согласен с какими-то вещами, которые они говорят, да, я тем не менее все равно стараюсь задать вопрос с той точки зрения, а зачем вообще это надо? А вы подумайте, а вы просчитали, а цифры, давайте попробуем посчитать цифры, потому что экономически это не срастется. Они не задумываются, и они пусть даже на месте сразу не успеют это просчитать, потому что слишком мало времени, и формат не предполагает этого. Но я очень надеюсь, что значит, эта работа будет продолжаться. Сегодня только, получается, была такая затравочная первая сессия. Вот. И очень надеюсь, что мы сделали это таким образом, что после наших презентаций, после работы с ними, мы их опрашивали, что они услышали, что они поняли, не пропало ли что-то из того, что мы говорили. И в итоге как бы та обратная связь, которую они давали, показала, что вроде бы все было услышано. Поэтому в идеальном случае они будут продолжать работать над этими проектами, они будут просчитывать финансовые модели, что очень важно. Вот с этим тоже большая беда. Ну, не понимают, не знают, что это такое, не знают, какие цифры самое главное считать, да, как посчитать расходы, как посчитать доходы, что такое вообще оценка будущего проекта. Потому что если ряд проектов может стать коммерчески интересным, пусть не масштабным, да, но все равно коммерчески интересным. Поэтому надо говорить о том, что возможно привлечение и инвестиций на коммерческих основах. Для этого надо произвести оценку проекта и вообще понимать, что такое оценка, какие виды оценки существуют, что такое затратный метод, что такое сравнительный метод и прочее. Вот. Это все вещи для них пока еще по большей части неизвестные. Вот сегодня много еще говорили про достаточно классический инструмент маркетинга, который называется SWOT-анализ. Это попытка выделения, значит, сильных сторон, слабых сторон, возможностей и угроз. Я им его презентовал не только с точки зрения прокачки самого проекта, а еще и с точки зрения прокачки каждого конкретного человека. Потому что этот инструмент можно и нужно еще использовать и для понимания того, на что ты сам способен. Единственное, что надо уделить этому должное время и надо быть максимально искренним с самим собой. Потому что если ты будешь... Понятно, что сложно признаться себе в своих слабостях, да? Где-то, может быть, ты этого
ты недооцениваешь или ну, просто закрываешь глаза. Не хочется, да, признаваться в слабостях. Как бы это особенность психики человека. Вот. Но, тем не менее, SWOT-анализ можно использовать и для развития непосредственно личной прокачки каждого конкретного члена команды, а не только проектов. Вот и про это сегодня тоже много говорили. Они восприняли, я так понимаю, что этот инструмент и будут его использовать. А как вам показалось, вот сельские ребята, они отличаются чем-то, менталитетом особенным? Там? Ну, боюсь, что сегодня было слишком мало времени для того, чтобы про менталитет говорить, да, то есть как бы это все-таки надо с ними гораздо больше времени пообщаться, чтобы это понять. Тем более, что, к сожалению, повторюсь, из-за ковидных ограничений мы это делали, к сожалению, онлайн. Я бы с большим удовольствием поездил бы по сельским территориям, посмотрел бы, как это происходит, пообщался бы с ребятами, после чего можно было бы говорить про менталитет. Но в целом, вот исходя из того, что я видел сегодня, я каких-то прям очень крутых отличий не заметил. То есть адекватные люди, которые воспринимают информацию, которые задают вопросы, которые критикуют, да, то есть как бы определенный уровень критичности у них есть, да, то есть они не сразу принимают на веру все, что ты говоришь, и там как бы задают вопросы. В этом смысле это совершенно вот, ну, классическая там сессии по прокачке проекта. Виталий, я бы еще хотела успеть поговорить с вами про якутское кино, потому что знаю, что вы имели непосредственное отношение к кинематографу, к Свердловской киностудии, к Ленфильму. Вот. Да, я был председателем Совета директоров Свердловской киностудии, был членом Совета директоров Ленфильма и Западно-Сибирской киностудии до момента ее приватизации. Сейчас я продолжаю заниматься кинематографом с точки зрения сопродюсирования отдельных проектов, и в том числе еще и анимационных, мультипликационных. Вот, это... Когда я попал на Свердловскую киностудию, это был 2012 год, как представитель Росимущества, акционера, для того, чтобы помочь наладить внутренние процессы как инвестиционный юрист. И когда я погрузился в эту индустрию, я понял, что это мое. Это мое, это любовь на всю жизнь. Я думаю, что я так или иначе навсегда останусь в этой индустрии. Знаете, когда попадаешь на площадку съемочную, будь то интерьер или в павильоне, или экстерьер на площадке на природе, вот у меня сердце начинает биться по-другому. Это магия кино, это магия кино, да. На площадке происходит то, чего не происходит в реальной жизни. Там происходит действительно волшебство. Вот. Меня это очень сильно привлекает, я этому очень радуюсь, и это, наверное, тоже один из элементов привлекательности Якутии для меня, то, что когда я и другие кинематографисты открыли для себя Якутию, открыли то, что здесь делают и кино классное, и в том числе и научились делать это коммерчески окупаемым. Это очень здорово. То есть когда-то, да, там, не знаю, москвичи и питерцы нос задирали, да, что там, типа, ну что. А сейчас, можно сказать, что приезжают и поучиться тоже, и посмотреть, как это делается, да, чтобы воспринять опыт. Это очень круто, конечно, это феномен. А как вы думаете, в чем этот феномен? Это очень важно, наверное, то, что используются местные традиции, предания, фольклор, персонажи, местная природа, местные площадки, да, то, что по красоте, ну, как бы это очень важно, да, это важная составляющая часть, визуальный ряд в кино, который при умелой режиссуре становится как бы отдельным, можно сказать, персонажем. Вот, так что вот это комплексная вещь, да, как и кино, это комплексное или синтетическое искусство, которое состоит из массы разных отдельных направлений, отдельных элементов, при умелой работе режиссера, который все это состыкует, да, в одну вот такую красивую конфетку. Как получилось так, что это вот в какой-то момент это вышло наружу и стало феноменом и общеизвестным, да, и не только в России, а даже и в мировом масштабе? Хороший вопрос. Я думаю, что все равно будут продолжать спорить по поводу этого еще долго достаточно, да. Возможно, это звезды сошлись. С одной стороны, да, но с другой стороны, они сошлись-то тоже не просто так, не на пустом месте, да, потому что был потенциал, во многом не реализованный, да, он копился, он настаивался, он готовился к тому, чтобы выйти наружу, и это произошло. Возможно, в этом есть элемент магии. Я это допускаю. Скажите, вот за последние 5 или 6 лет, которые вы регулярно бываете в Якутии, вот в глобальном смысле что-то поменялось? Вот вы видите какие-то прям очевидные сдвиги, какие-то вот
Ну, глобально сложно говорить, да, глобально это, Прорывы. наверное, очень громкое слово. Ну, хорошо. Да, Заметно, заметные, так скажем, какие-то. Я бы сказал, наверное, что если, конечно, можно говорить о неком среднем уровне развития IT-проектов и ребят, которые эти проекты тащат на себя, то что он, наверное, повысился. Вот я со многими разговариваю, меня разрывают на части, это, с одной стороны, напрягает, тем более, что с учетом разницы по времени большой, но в то же время и приятно, что я настолько востребован, что постоянно эта встреча буквально стоят вот одна за другой. Вот, поэтому, когда я с ними общаюсь, я понимаю, что если в первые разы, вот тогда с 2015 года, когда я начинал говорить о каких-то базовых вещах, о том, как работает венчурный капитал, о том, на каких условиях привлекают инвестиции, какого рода фонды бывают. Что не все проекты обязаны выстреливать, да, стопроцентно. это простейшие базовые вещи достаточно. Вот, то сейчас уже как бы вот этот, как правило, этот первый этап мы быстро проскакиваем и переходим уже к вещам там, второго или третьего порядка про развитие проекта, про развитие продукта, про выход на рынки, про анализ рынков, про то, как завоевать мир. Вот, так что в этом смысле, наверное, да, я бы сказал, что заметен вот этот вот рост осознанности, рост понимания многих вещей достаточно сложных из венчурной индустрии. Люди начитались умных книжек. Это очень хорошо, то, что они знают, что читать, потому что читать слишком много всего сейчас, то есть переизбыток информации. Они, слава богу, читают правильные книги. И очень надеюсь, то, что это с точки зрения коммерческой, это через какое-то время мы увидим осязаемые результаты. Ну, вот в начале программы, когда я вас представляла, там было слово «ментор», да? Да. Определяющее слово. Вот кто такой ментор, чем он занимается? Это наставник, это учитель, это вот какой-то... Я думаю, что это слово каждый может определять сам для себя. Да? Для меня ментор — это человек, у меня есть свой ментор, я его не называю, это достаточно относительно известный человек, который в свое время был в госуправлении, поэтому, в общем-то, сейчас он занимается бизнесом, поэтому, наверное, имеет право на, скажем так, чтобы его не светили постоянно. Для меня это направление это тот самый критический взгляд, про который я говорил. Потому что каким бы ты умным и продвинутым не был, то все равно надо, во-первых, всегда будут люди умнее и продвинутее тебя, и более, как минимум, более опытнее, да, которые получили больше опыта, собрали больше шишек. Так вот, моя задача — трясти этого человека, получать от него критический отзыв на то, что я делаю, критические замечания, попытка предостеречь меня, может быть, когда я пытаюсь пойти не совсем в ту сторону, а может быть, где-то, наоборот, и завести меня на то, чтобы как бы мотивировать к совершению какого-то, казалось бы, не очень очевидного поступка, не очень в очевидную сторону, да, но тем не менее, который мог бы принести в итоге большие плюсы. Вот, так что для меня это так. Как этот человек должен работать? Есть, вы знаете, сейчас целые ассоциации менторов образуются, проходят конференции менторов. Я на это смотрю немножечко саркастически, наверное, что ли, потому что образовался хайп вокруг этого слова. Вот, а хайп, он, к сожалению, девальвирует зачастую. То есть, как бы все, кому не лень, все кинулись в менторство. Вот, есть масса, знаете, как в свое время, вот есть такое понятие из венчурной индустрии, венчурный акселератор. Вот я с коллегами создал один из первых венчурных акселераторов. То есть, это типа бизнес-инкубатора, который помогает IT-проектам, не только IT-проектам, стартап-проектам развиваться, привлекать инвестиции. Мы с коллегами создали один из первых частных акселераторов России. Мы делали это достаточно правильно. И у нас осталась буквально минута, чтобы завершить мысль. В общем, хайп — это плохо. Лезут все люди, кому не лень, да, и, соответственно, девальвируют само понятие этого слова. Я хотел бы, знаете, еще сказать то, что я успел поработать в этот пресс с цирком, с местным. Есть у руководства цирка, у основателя цирка Сергея Васильевича желание ревитализировать, оживить цирк, потому что меняются технологии, появляются новые технологии. Это
проецирование, это лазерные технологии, это интерактивность, это работа с гаджетами, это геймификация, масса всего. То есть мы провели замечательную стратегическую сессию с менеджментом цирка. Они с большим удовольствием это сделали, они воодушевились. Соответственно, будем продолжать эту работу. Идет речь про строительство второй очереди цирка, потому что планов громадье. Это все, я считаю, надо реализовывать. Мы будем над этим работать. Это очень интересно. Спасибо вам огромное, что пришли, не то чтобы ответили на наши вопросы, очень развернуто ответили на наши вопросы. Вот, желаю успеха и вам, и всем вашим, как это у ментора называется, подопечным. Ну, наверное, да. Да. Вот, спасибо вам огромное. На этом выпуск нашей программы подошел к концу. Это была программа «Якутия Лайв». Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.